А глаза красивые такие, голубые. Кс-кс-кс. Да, кот? Ой, кот дает. Красивые глаза. Приехали. Это Костомарова. Сентябрь 2019. Костомарова находится в Воронежской области. Вот. Спасский женский монастырь. Вот. Находится в Костомарова. Это такие уникальные пещерные храмы, которые находятся в толще Меловой горы. Время основания имена создателей неизвестны. Но по одной из гипотез эти храмы были созданы в VIII веке греческими монахами-переселенцами, которые бежали из... Вот такой котик встретил нас, Костомарова. Как глазенки показы свои. Показы глазенки. Глазеночки. А, ты мой краса. Тема. Так, туалет, вход, автостоянка, часовня, иконная лавка, паломническая трапезная, храм Божией Матери, взыскания погибших, Спасский храм, Поклонный крест, затворнические пещеры, храм Серафима Саровского, пещера Покаяния, Сестринский корпус. Но туда проход закрыт. Вот Спасский женский монастырь. Такие тут цветочки. Меловые. Вот монастырская лавка сразу, как заходишь. И пошли вперед вы. А? Сейчас мы пойдем к Поклонному кресту на горе Голгофа. И там еще часовня находится. Вот по этой лесенке вверх, 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 вверх. Туда, куда-то на склон. 13, 14. Вот так вот туда. Ступеньки закончились уже давно, и уже началась такая простая тропа. А дом где-то вот здесь вот, да? Это там вот даже косили, а там вот вроде как посмотришь. Вот дошли до часовни. А до креста еще идти и идти. Петр. Там 69, 72 года прожил. Эта часовенка построена в честь блаженного старца Петра, уроженца села Белогорье. После революции 17 года он тут, в общем, совершал свой молитвенный подвиг в Костомаровских пещерах. Также он имел дар ясновидения и лечил душевные и разные телесные недуги. Но в конце 30-х годов Петр был арестован и отправлен в Острогожскую тюрьму. Но
Но по официальным данным он там и скончался. Вот эта часовня воздвигнута в память о молитвенных подвигах этого старца. Ой. Но существует предание, что старец исчез из закрытой камеры, подобно апостолу Петру. Но для того, чтобы развеять этот слух, тюремные власти вынесли тело умершего человека с закрытым лицом и объявили, что это скончавшийся Петр Еремеенко. Кругом ходят котики монастырские. Вот она, красавица какая. Когда мы, я не знаю, последний раз были тут, такого благоустройства тут не было. Вот это здание было, вот двухэтажное, с куполом. Вот где скамеечки. Возле меловой. Угу. Тоже столько прошли мы. Идем на поклоны, к поклонному кресту. Пришли. Вот это все меловые такие сопки. Ну, пойдем. Угу. Меня очень удивил туалет. Ну, естественно, там чистота белоснежная. Но самое главное, там есть горячая вода. В больнице нет горячей воды. Только горячую воду сегодня дали. Не было горячей воды, дали ее вот только что сегодня. Какой там? 25 числа сентября. А здесь есть горячая вода. Обалдеть, обалдеть. Вот тут, оказывается, продают. Хорошо, если ты мне информацию не дашь, пойдешь снова спрашивать. Ага. Мед. Мед в сотах и рыба какая и почем. Я это и хотела. Там такая рыба, а какая рыба? Ага. Рыба как рыба. Все, поняла. Сколько стоит мед, если в сотах, сейчас все выясним. И какая рыба продается и почем. Притом нас прямо зазывают рыбою махали. Так, вот такие вот, видите, какая красота. Что?
Прямо шагу не дают спокойно шагнуть. Ой, ой, какой запах. Рыба копченая, да, у вас? Она не копченая, я просто ее вялю. Вялите? Ага. А мед сейчас еще нет, я только пришел. О, мед сотый есть и такой, да? Да не, соты отдали. У нас гербицидами поливают, так пчелы все тут навернулись. Так, мы сейчас, мне осталось с 50 штук, 54, осталось 117. Я отдал в Андреевку, там не поливают. А нас гербицидами поля поливают. Ну. Никто сейчас не И тяпает. пчелы гибнут. Жалко. И вот этой гадостью они поливают Мгм. дешевкой, украинской через Белоруссию везут, и китайской. И она, пчела, мух не берет, комаров не берет. А пчелу берет. Пчела, Ужас, ужас. пчела она нежная. Мгм. А мед у вас в банках, да? Да. Вы банками трехлитровыми Да. продаете? Только трехлитровыми? Не, маленькие есть. А килограмм сколько стоит? Я килограммом, я тут Не продаете? 8-й год, мы баночку продаем. А банки какие, литровые или какие? Нет, пол-литровые. Пол-литровая сколько стоит? Пол-литровая. До 150. 150? Да, А вес. трехлитровая получается? 1100. 1100. Продам я меньше. А это цветочный у вас получается, да? Да, меня тут благословляли. А, даже благословляли мед, да? Конечно, меня О. батюшки все благословляли. Вы откуда сами? Ой, я издалека, аж из Откуда? Киргизии. Там Там у нас горный мед. Ну, у вас свой, у нас свой. Да. У нас. Короче, я был в Иркутская область. Ага. Там так получилось, что Читинская область был север. И в Якутии был я. Южная Якутия. А к вам, Там вы как были? Просто ездили путешествовать? да, Или... там путешествовали, а потом нас заставили путешествовать. Понятно. Заставили. В ментовском лагере я сидел. Понятно. В Якутии С ментами. получается. А? В Якутии, что ли? Не, в Иркутской области. А, Там в Чуна, Иркутск. там полностью все там. Да вы И читинские. Ну, все. А как, Чуна. А что, вы работали? Ну, ладно, длинная история. Да, интересная история. Ладно, тогда мы сейчас поспрашаем про рыбу. А рыбу вы где? В Дону ловите или Да, где? я сам рыбак. Сам рыбак? Да. Ага. Вот. А мы сейчас это... Это реально свежей нету, да? Свежая нет. А вялена, вот эта рыбка сколько одна стоит? Сейчас скажу. Какую вам? Ну, нет, мы просто спрашиваем пока. Вот это это? сколько стоит? Вот это, не знаю, рублей 60. А что за рыба? Это подуст. Подуст? Это с фасоли. А у вас только ложим. подуст или, Нет, или нет, еще вон, какая-нибудь вон. есть? Это кот пришел он тут. Окунь. Окунь, да? Вот эти вот 100 рублей. Эти 100 рублей. Все вяленые, да? А жареная какая? Нажаренный. Что у вас, власти жареный? Че? Дайте себе, это мне жена. А скажите, что-то говорят, в Дону сейчас это какая-то Да там. говорят, пусть говорят. М. Все оно. Вон, видите, какие они. Ну да, чистенькие, хорошие. А это тоже подуст? Или Нет, это лещ. это лещ? А лещ сколько стоит? Эти 100, это 120 побольше. М. Ну запах просто обалденный. У вас своя коптильня, да? Конечно. Да, запах распространяется. Вон я еще там шла, уже слышала, какой запах. А 3-литровую банку мед почем? 1100. Да, я сейчас литровую возьму. Да, меня не Баночку. пол-литровую. Ой, пол-литровую возьму. Откуда медосбор? Просто откуда? Андреевка. Андреевка, поляк. Ну, цветочный Понял. получается, У меня цветочный. пасека была, у нас гербицидами поливают, у меня навернулась пасека. С 54 осталось 18. А я без отдал меда не своему могу. брату Да, у помню. всех так. Ну, они, вон там поля, там поля. Вот тут у него пасека все целое, они идут туда. А тут 2 поля. Там посадка госполоса разделяет. А там подсолнухи были, он как заезжает, там как развернет. А яды не наши, они наши дорогие. Ну, у медведя это не разгонишься. А, короче, они берут украинские через Белоруссию и берут эти китайские. Китай везет. И там такая
А он как ветер, как подует на 2,5 километра. Страшно. Все, и пчелу одну берет, вы понимаешь? Полезешь, а там нет ничего. И обрабатываем все. Да. Помнила вот в прошлый раз, что было точно вот это деревянное, и Деревянное еще было, что-то да. деревянное было. А теперь вот уже. А это, по-моему, она строилась. Это Да, строилось, это всё вот это строилось. да, строилось. А вот Щас ходили всё. мы туда правее, мы ходили. Да, вот справа. А здесь просто, да. Вот здесь трапезная, а вперед пещерные храмы, храм Божией Матери, взыскания погибших и монастырская лавка. Туда. Люди идут и не направляю их в сторону. Ну да, не пугаются. Конечно. Вот это же все же вот Парагоя, здание понастроили. Мраморные уже ступени. Еще раз сделаем. Меловые пещеры, меловые храмы. Залезем. Держится все-таки мелко. Да. Потихоньку рушится, но в основном держится. Изначально были пещерный комплекс, которые беглые монахи Это вот меловые все скалы, горы. И вот в этих меловых горах прорублены пещеры и сделаны храмы. Еще до нашествия монголо-татар эти храмы были возведены. Вот видите. Вот в этом храме находится главная икона этого монастыря Божьей Матери. На ней она сделана, написана на железе, и 6 пуль на ней. Кто стрелял, тоже неизвестно. Много версий есть. Одна из версий, что во время Отечественной войны при оккупации немцев. Сейчас вот сюда пойдем мы, Серафима Саровская. Это все по-человечески, конечно. Если бы мы просто спите Николай молитву про нас. Если бы просто все святые принесли, то это просто было бы нас. Ну что, наверное, здесь хватит. Ну давай туда пройдем. А в этот, Куда? ну вот в этот храм будем заходить? Ну, это Ну на земле. посмотрим. Тут стандарт, а здесь ходить. Вот Серафима Саровского храм. Тоже
в Меловой пещере. Это все храмы в Меловой пещере. Вот она икона, которая написана на огромном листе железа. И вот они, это дырки от пули. Икона Костомаровская. Ну вот, закончился, короче, такое вот. Вот и все, закончилось путешествие Костомарова. Женский монастырь. Всем пока-пока.